Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Их объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня отмечается День медицинского работника. В СВФО стартовала приемная кампания. В этом году она пройдет с рядом нововведений. Чего ожидать будущим студентам? Первый русский театр Дальнего Востока закрывает 130-й театральный сезон. Прошла премьера спектакля, с которого началась его история. 20 пожаров тушат в Якутии. Очередное заседание оперативного штаба КЧС сегодня провел первый вице-премьер правительства Дмитрий Садовников. По данным Минэкологии региона, ведут работы по тушению 20 лесных пожаров на территории 11 районов. За сутки ликвидировано 4 возгорания. Борьбу с огнем ведут 1350 человек и 140 единиц техники. Принято решение провести передислокацию сил и средств, исходя из пожароопасной обстановки. Кроме того, в республике начинает устанавливаться высокий пожароопасный класс температурного режима, поэтому муниципальные образования должны усилить профилактическую работу с населением. Сейчас к эпидобстановке. 92 заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки, сообщает оперштаб. Из них 57 в Якутске. В Вилюйском районе 7 случаев, в Алданском, Мигино-Кангаласском, Нерингринском по 5. В Мирнинском районе 4 заболевших. Еще в 4 районах от 1 до 3 заражений. За сутки лаборатории республики провели 3200 исследований на ковид. В области медицины трудятся миллионы наших соотечественников: врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары. Но всех их объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. Сегодня праздник, напоминающий о важности труда медицинских работников. День медицинского работника отмечается в 3-е воскресенье июня. Праздник утвердили в 1980 году. С тех пор День медицинского работника празднуется не только в России, но и в Молдове, Армении и Белоруссии. Пожелаем медикам в этот день сил в нелегком деле и терпения. От имени руководства Якутии с Днем медицинского работника медиков поздравил Айсет Николаев. Сегодня общество остро ощущает важность здоровья. Именно поэтому в республике с 2021 по 2030 годы объявлено десятилетием здоровья. Особое внимание будет уделено повышению надежности, эффективности, доступности и качества медицинских услуг, развитию системы непрерывного образования специалистов, привлечению высококвалифицированных кадров. Другой ключевой фактор – развитие научных исследований, интенсивное внедрение новых медицинских технологий, создание единого информационного пространства. В этот праздничный день глава региона выразил особые слова признательности ветеранам, всем тем, кто вложил свои силы, знания, опыт в создание и развитие системы здравоохранения. В этот день награды за борьбу с COVID-19 якутянам вручила и епархия Русской Православной Церкви. Всего указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также медалями «Патриаршая благодарность» наградили 19 человек. Среди них зампред правительства республики Ольга Балабкина. Эта награда в целом, наверное, для всех жителей республики в нашем лице является наградой, которой мы достойны, потому что мы были едины в борьбе с этой коронавирусной инфекцией. Я думаю, что мы и дальше это продолжим. Награду за борьбу с опасной инфекцией получила и глава регионального Минздрава Елена Борисова. Наши медицинские работники действительно доказали ту преданность про своей профессии, наверное, той клятве Гиппократа, которую они давали, ни разу не подвели ни одного пациента. И я горжусь тем, что я работаю сегодня в это время с медицинскими работниками, которые, наверное, действительно делают сегодня большие победы в сохранении жизни, в сохранении здоровья. Хочу пожелать тоже в первую очередь здоровья, потому что без этого мы все прекрасно теперь понимаем, не можем мы обойтись. Терпения, благодарных пациентов и, наверное, просто простого житейского счастья. Сегодня в СВФО стартовала приемная кампания. В этом году она пройдет с рядом нововведений. Подробнее о том, что ожидает поступающих, в материале наших корреспондентов. Отсутствие пофамильных списков, полная анонимность при подаче документов, новые учебные направления и свыше 4000 бюджетных мест. Все это ожидает абитуриентов Северо-Восточного федерального университета при подаче документов в этом году. Приемная кампания началась 20 июня и завершится 29 июля. Всего в этом году бюджетных мест 4154, из них 801 целевое место.
Наибольшее количество бюджетных мест получили медицинские направления. В этом году в СВФУ также появились новые интересные направления подготовки, в том числе и совместные программы с другими вузами. Очень хотели, чтобы абитуриенты сами приносили свои документы, да, или через представителя, но в связи с эпидемиологической ситуацией мы в самый последний момент взяли вот этот пункт своей программы, по правилу приема убрали. Одним из основных новшеств этого года станет внедрение ID абитуриента. Теперь в списках поступающих будет выводиться не имя, а номер СНИЛС или при его отсутствии уникальный идентификационный номер. Помимо результатов ЕГЭ ведется прием через внутренние экзамены вуза. Для таких абитуриентов прием документов продлится до 15 июля. Вступительные испытания проводятся в дистанционном формате. По состоянию на вот сейчас получается порядка 35 студентов, то есть потенциальных наших поступающих зарегистрировано, то есть они только зарегистрировались, и сейчас вот на данный момент они выбирают возможное направление. А так поступило 16 заявлений на поступление, и получается у нас это первое заявление, это было именно на юридический факультет, в юридический колледж, и сейчас у нас есть заявление в Институт математики, в Институт зарубежной филологии и регионоведения, и в колледж инфраструктурных технологий. Это по программе среднего профобразования. Для олимпиадников целевой категории и особой квоты прием заявления о согласии на зачисление будет идти до 4 августа. Заседание приемной комиссии пройдет 6 августа. На основании этого вуз издаст приказ о зачислении тех, кто поступает без вступительных экзаменов, а также по квотам. Прием согласий на зачисление по общему конкурсу осуществляется до 11 августа. По этим лицам приказ выйдет 17 августа. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Ближайшей ночью в эфире радиостанции «Ты-Тим» прозвучит «Алгыз». Приближается самый главный праздник жителей нашей республики – ЭСЭХ. Второй год мы проводим национальный праздник в необычном для нас всех формате. Для всех желающих провести семейный обряд встречи солнца в ночь с 20 на 21 июня в 2 часа 25 минут на волне радиостанции «Ты-Тим» национальной вещательной компании «Саха» прозвучит «Алгыз» в исполнении «Алгыз-Чита» заслуженного артиста Якутии и солиста театра Олонхо Валентина Исакова. Трансляцию «Алгыза» можно также прослушать в прямом эфире на сайте НВК «Саха». Во втором Лигойском наследии торжественно открыли бюст и сквер, посвященную 250-летию общественного политического деятеля, родоначальника Степной думы, главы Барагонского улуса Ивана Мигалкина. Степная дума – первый орган самоуправления Якутии. Действовала она 10 лет. В результате ее работы была изучена демография региона, признано право владения землей якутянами. Также Якутия вошла во всероссийское экономическое пространство. Жители Усть-Алданского улуса гордятся именем Ивана Мигалкина, а бронзовый бюст – это работа скульптора, заслуженного деятеля искусств Василия Сивцева. Памятное место открыто по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». По линии Минсельхоза выделено 1 миллион 300 тысяч рублей. Также свою лепту внесли местная власть и жители второго Лигойского наследия. Мы работаем в рамках нашего оргкомитета, посвященного 250-летию Ивана Емельяновича Мигалкина, основателю Степной думы, первому его руководителю, родоначальнику. И нужно отметить, что здесь все мероприятия, которые были у нас запланированы, часть из них выполнена, часть завершает свою работу. И сегодняшний день это одна из тех основных событий, которые посвящены именно юбилею Ивана Емельяновича Мигалкина. Думаю, что сегодня актуально для подрастающего поколения знать свою историю, знать истоки развития местного самоуправления, ну и, конечно же, создавать новые предпосылки для развития нашей республики. Сборная Якутии завоевала 12 медалей на чемпионате России по паралимпийской легкой атлетике. Команда республики взяла 6 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медалей. Об этом в Инстаграм сообщил один из тренеров команды Василий Аленов. Василина Иванова завоевала 3 золотые медали по толканию ядра, метанию диска и копья. А Ял Сивцев занял первые места по метанию диска с установлением рекорда и толканию ядра. Спортсмен также получил серебряную медаль по метанию копья. Еще одно золото по толканию ядра сборной принесла Виктория Петрова. Кроме того, Яков Максимов занял 2 место по толканию ядра и 3 по метанию диска. Никифор Анисимов взял серебро по метанию диска, а Спартак Дорофеев 2 бронзы по толканию ядра и метанию диска. Соревнования у нас проводятся по разным классам. Спортсмены делятся на
функциональные классы, где соревнуются с такими же людьми с идентичным заболеванием. Поэтому у нас вот столько медалей в одних и тех же видах, так как наши спортсмены все выступают в разных функциональных классах. Эти соревнования у нас являются предотборочными на Паралимпийские игры. И сейчас мы ждем решения Главного тренерского совета и Паралимпийского комитета России. О любительских спектаклях на далекой Лени было известно еще в XIX веке. Первый русский театр Дальнего Востока закрывает 130-й театральный сезон и выпускает премьеру спектакля, с которого началась его история. Более подробно в материале Надежды Саханской. Балаганное представление в двух действиях – именно такой жанр спектакля указан в афише. Премьера этой комедии состоялась еще в 1899 году, а уже летом 1890 года спектакль показали под приезд губернатора. После этого знакового события и был подписан устав театра. В общем-то, отдавая дань уважению своим первым актерам и режиссерам, русский театр принял решение вновь выпустить «Сорванца». Сам по себе спектакль будет очень веселым и музыкальным. Специально для этой комедии актеры русского театра овладели музыкальными инструментами и даже организовали самый настоящий джаз-бенд. В числе музыкальных инструментов даже этот контрабас. Именно комедия «Сорванец» и завершит 130-й театральный сезон в Русском театре имени Пушкина. «Сорванец» отправляет зрителя в легкое музыкальное путешествие вне времени. Постановка о любви, жизни и обыкновенных людях трогает до глубины души и вызывает массу положительных эмоций. История, которую мы сегодня хотим вам рассказать, произошла где-то, когда-то, с кем-то. Да, в принципе, какая разница? Ведь героем этой истории мог стать каждый из вас. Исполнительница главной роли Алла Бузмакова уже не первый год служит искусству в театре имени Пушкина. Сама она признается, что работать над такими необычными ролями – большое удовольствие. Где-то приходилось себя преодолевать, где-то что-то додумывать, очень много думала. Ну и вообще, начнем с того, что я и не ожидала, что попаду в этот спектакль. Я себя не видела в нем никем. Но режиссер приехала и сказала, что вот да, мы попадаем. Прикоснуться к истории, принять участие в ее продолжении – довольно непростые и ответственные задачи в подготовке к спектаклю. Тем более не подвести тех первых актеров, с игры которых и началась история русского театра в Якутске. Во-первых, я прикоснулся к истории. С этого же спектакля, с этого пьесы начался театр. И самое сложное было к ней прикоснуться и вот первый раз прочитать, потому что думаешь, господи, это же история, это же столько, 130 лет прошло. Когда эту пьесу написали, ну, может быть, чуть раньше написали, вот, и я в ней участвую, и я понимаю, что я в этой истории. То есть история повторяется, это так здорово. Обычно на премьеры в театр ходят самые верные любители сценического искусства. Стоит отметить, что женщины посещают спектакли чаще мужчин. В Русский театр я хожу, вот как живу здесь, в Якутске, с 1996 года. Это мой любимый театр. Вообще я не пропускаю ни одной премьеры. Все спектакли, какие выходят в Русском театре, я смотрю регулярно. В театр я хожу с детства, то есть около 20 лет. Любимый спектакль «Нас обвенчает прилив». Премьерный день драматического театра украсила и торжественная часть, где актеры получили свои заслуженные награды. Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина. Хотя работать с живым вокалом актерам приходится не впервые, некоторых артистов зритель увидит в новом свете. Этим спектаклем Русский драматический театр попрощается со своими гостями до следующего 131-го сезона. Надежда Саханская, Григорий Охлопков. Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.